Если мы говорим о посуде крымских татар, то главное место занимает посуда, выполненная из меди. Основное место среди медной утвари занимает, конечно же, сосуд для приготовления кофе, который называется джезве. Джезве мы используем для приготовления кофе и сегодня. Обратите внимание на форму и на ручку этого джезве. Дело в том, что ручка выполнена именно так, с ножкой, для того, чтобы кофе удобно было приготовить на углях. В продолжении темы кофейной церемонии нужно рассказать об этом сосуде. Называется он ибрах, или хавелик, или хаведан. Дело в том, что, приготовив кофе на углях в джезве, для красивой подачи его на стол, переливали кофе вот в такой сосуд с крышкой и разливали затем по маленьким чашечкам, которые называются фильджан. И обратите внимание на подставку для этой чашечки. Называется зарф, обязательно был украшен орнаментом. Для подачи сладостей на стол использовали посуду, которая называется тепси или мизе. Для подачи кофе на стол использовали вот такой вот столик. Деревянная подставка, называется у нас аят, и на нее ставился сини, медный поднос, очень тяжелый. Для подачи любых вторых блюд к столу использовали посуду, которая называется саан. Посуда с крышкой, внутри луженая. Дело в том, что в исламе перед наступлением ночи обязательно еду нужно было накрыть крышкой. Все знают песню «Халайлы хазан ичинде хаз баласы». И сегодня я вам покажу, как выглядели эти халайлы хазан. Это кастрюля для приготовления пищи, внутри луженая пищевым оловом. Кубете, фулто, бурма готовилась в такой посуде, называется у нас тава, выпекалась в печи форум. Первые 40 дней после родов крымские татарки были освобождены от приготовления пищи, и вот с помощью этой посуды приносили им еду их родственники и соседи. Крымские татары чистоте тела уделяли огромное внимание, и для этого использовали посуду, которая называется абдес таз. Обратите внимание, что это таз с крышкой, и крышка закрывала мыльную и грязную воду от глаз присутствующих, так как таз находился в комнате, где принимали пищу. Для переноски и хранения воды использовали сосуд, который называется гугум. И взяв такой гугум, девушки ходили за водой к источнику, к чешме. Как кружку для питья использовали вот такой вот сосуд, называется мишрепе или халай.